Всем привет! Ну что, сегодня у нас 15 января, 2 часа дня, город Якутск. Температура, по интернету я смотрел, минус 52, минус 53 градуса. Туман, как вы видите. Ну и мы с вами отправляемся на прогулочку. Сделаем небольшой променад. Походим, погуляем. Вот. Так, куда идти-то? Куда идти? Я вон хотел туда пойти. Сейчас надо тропинку найти здесь, и мы туда пойдем. Ух. Вот туда вот идем. Там дорога, надо будет туда залезть и перелезть. Ох, перейти как-то ее. Ладно, идем. Снег у нас, естественно. Вот такой вот снежок. Но мы топаем. Что? Вот здесь вот есть тропиночка туда наверх. Сейчас мы залезем на эту горку. Проходим под теплотрассами. Ой, блин. Тут скользко. Вот. Кто-то катался как на горке, что ли. Так, все. Вот я вышел. Вот улица. Улица. Так, есть машины. Вон там едут. Лучше не рисковать. Подождать. Туманчик хороший. Видимость, вот сами видите, да? Хотел я перейти по переходу все-таки. Потому что тут не видно машин. И они могут просто наскочить. Некоторые, если лихачи гоняют, ой-ой-ой. Ё-моё. Жуть просто. Берет, как они в такой мороз еще гонять могут. И вот теплая остановка. Там люди спрятались, сидят в теплой остановке. Ну а мы сюда идем. Сюда вот. На погоду за минус 50 люди все равно идут по магазинам. Кстати, вон скидки. Там, видите, да, минус 50% тоже, как погода у нас, как температура. Люди идут, хорошо идут, ну, тепло одеваются, пуховики. Так, ну а нам надо здесь вот пройти, походим мы. Так, елку тут убрали они, а мы туда дальше пройдем. Ну что, вот сворачиваем сюда, идем посюда. По такому мостику. И сейчас вот сюда сходим. В эту сторону. Что вам? Дороги, наверное, не интересно снимать. А вот здесь вот походить. Вот посюда, по-моему, будет зачетно. Зачетно. Вот смотрите. Деревья растут. Кстати, что-то тут давно люди не ходили. Совсем тут тропинка-то не пробитая. Так, это в сторону Айгуль. Ну, а мы вот сюда. А, вот здесь тропинка начинается, более протоптанная. Вот посюда люди идут. Ну, вот, что вам сказать? Что вам рассказать? Сами видите. Ну, вот так вот. Мы в ту сторону идем. С этой стороны у нас молококомбинат, молочный дождик. И мы... Вот такая пробежка. Говорят, полезно ходить, да? Полезно. Ну, по утрам там, когда у вас время есть. Если выходной день, вы можете целый день ходить. Как бы, да, в любое время. Ну, поэтому надо... Машина едет. Надо
пользоваться моментом, выходным днем. Так, я делал на чехол на камеру, на экшн-камеру снимаю. Уже телефон уже очень быстро замерзает. За 10 минут буквально съемок, и потом он остывает, у него аккумулятор в ноль уходит. Ну, а на камеру я надел чехол, поэтому в принципе нормально. Вот туда пойти, а можно сюда. Так, здесь какой-то непонятный переход есть. Я тут ни разу еще не ходил. Давайте с вами. О! Ой, господи! Фух. В такой мороз-то грохнуться тут не хватало. Чуть ноги себе, руки сломать. Ну что, зайдешь куда-нибудь, вот так вот, никто не знает, где ты ходишь, и капец, потом не сможешь дойти, упадешь, пропадешь, вот потом тебя будут разыскивать. О, вот. Комбинат, но тропинка здесь есть, тропиночка. Ох, тропинка, тропиночка. Кстати, песни поешь, когда легче двигаться вот в такой мороз. Вообще. Так, где мы тут можем выйти? Здесь вообще невозможно нигде пройти. Будем вперед идти. Можно вот по этой трубе пройти, но а мы вперед идем. Вперед, вперед. Такой мостик сделан по трубе. Нужно идти. Так, вижу, он на них туда свернули. Идем за ними. Переход такой есть. Сделаны помосты вот такие вот. Но их никто не отдал, поэтому скользко идти. Так, наверх тут где-то мы между домами. Ой, блин. На мне, кстати, маска. Как это все выглядит. Вот так я одетый. Так. Идем вперед. Деревяшка двухэтажная. Вот. С такими вот балконами. Вот сюда. Так, и мы двигаемся вот сюда. У них здесь удобно, гаражи. Прямо вот здесь вот. И они прямо машину могут рядом со своим жильем. Ну тут, конечно, у кого-то тут доски лежат, целая куча. Машины замороженные. Какие-то перемороженные. Тут, конечно, летом, ну не летом, а весной, когда вода, тут фиг пройдешь, потому что здесь дорог нету, и здесь все в лужах. Большие лужи. Еще собаки бегают. Ох, вышли куда-то. Сюда идем. Сюда идем. Мне приходится постоянно камеру, короче, прятать. Так, это тупик. Все, я тут не пройду никуда. Зашарпанный, типа общаги. Что за адрес-то? Это у нас Некрасово, дом 4, дом 2. Ого, вон там у людей одежда, ой, это какие-то кастрюльки стоят, типа холодильник на улице. Мы видим, она не глушится, потому что не дай бог заглушить. Не дай бог заглушить, она замерзнет. Потом надо будет ее тепло каким-то вентилятором размораживать. Вот тут есть тропинка, туда тропинка. Сюда что ли пойти? Давайте сюда пойдем. Тут, я говорю, летом или там осенний-весенний период фиг пройдешь, потому что лужи и двигаться куда-то бесполезно. Так. Вот. Ничего себе, у них тут какие светильнички. Видали, да? Светильнички. Здоровые. Светят целый день. Так, вот мы вышли вот к этому дому. Так, мне надо в ту сторону идти. Так. Вот тут какая-то коллектор или что, кому это канализационный пар оттуда. Так, у людей машины вот под Наташами. Такие жилые кварталы
в Якутске. Смотрите, их еще много, достаточно много. Так, батарейку я запасную не взял, поэтому мне надо экономить энергию. Смотрите, как домик туда куда-то вниз ушел уже весь. И вот так набекренился. А вон у людей, видите, продукты висят. Продукты в пакетиках висят. Не надо никаких холодильников. Главное, чтобы температура была минус 50. Так, а здесь вода где-то вытекла. Вода вытекла, и вон там туалет с помойкой. А на туалете ни одного нету этого. Двери нету ни одной. Что-то тут тает у них. Что-то машина замороженная, капец. Да, я помню, здесь пытался пройти. Ой, когда-то, когда тепло было, и фиг прошел. Ну, пройти-то можно, если сапоги резиновые одеть. Сапоги резиновые одел и шлепай. Так, мы сейчас выйдем, кстати, к этому магазину молочного дождика. Сейчас морожку там возьмем с вами мороженое. Так, на кого я стал похож там? Повернуть камеру. Вот так вот. Вот так. В принципе, нормально. Вот так ходить-то можно. Ах, ладно. Работник какой-то идет. Работник. Тут мясо. Оптом. И так далее. Свинина, курица. Так, главное, тут скользко. Главное не грохнуться. Так, тут хлебокомбинат, по-моему, вот это. Вот это здание. Здесь машины под тентами стоят. А нам вон туда надо идти вперед. За этим человеком. Легко одетым. Я-то хорошо, шапка меховая, капюшон, все. Там куча одежды на себя надел. Обувь теплая. Вот такие специальные унты. Так что мне не холодно. А ему-то вот холодно. Должно быть. Так, здесь видим много транспорта. Люди приезжают сюда за товарку. И даже какой-то киоск вот здесь на улице работает. Что-то продают здесь. Чуракчинское мясо, колбаса, масло. Так. Тут можно зайти погреться. Ну а нам надо вон туда идти. Дальше вперед. Так, мороженое продается. Вот цены. Можно целый килограмм взять. Пломбировали такое обычное. Такое вот возьмем. Сколько оно? 35 рублей. Короче, цены разные. По-моему, всего продают, но я взял вот тут йогурт и этот, ряженку. Продуктов тут самые дешевые цены у них. Ну что, вот набрался на 162 рубля. Мороженое такое, сейчас будем кушать его на улице. И вот ряженка. 63, по-моему. Вот такая вот йогурт. Так, все. Выходим. Ой, наружу вышли. Так, надо обратно одежда. Короче, вот тут вот, смотрите, магазин. Вот этот молочный дождик. Сюда ходите, покупайте еду. Так, ну а мы идем. Смотрите, какие здесь машины здоровые стоят. Ну, а нам надо вон туда пройти. В ту сторону. Видимость, смотрите, какая. Нифига толком не видно. Лесной двор, до него вот приходит, короче, на улицу, люди бегают. Ой, не хотелось сюда заходить, но набрал этот рюкзак, тут еще кучу всего, теперь это все придется тащить на себе. Ну, удобно, рюкзак надел, в принципе, проблем особых при переноске что-то тяжелого не составляет. Так, все, идем. Хорошо, можно камеру включить одним нажатием. Ну вот мы добрались с вами до перекрестка улицы Дзержинского и улица, это у нас Халица, такая движуха.
Ну, сегодня воскресенье, поэтому транспорту немного. Транспорту немного. А сколько мне? 11 секунд осталось ждать. 11 секунд. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Все, идем. Идем. Люди бегут, торопятся. Переходить надо. Так. Тормозить не надо. Как вы сами видите, тормозить здесь не надо. Потому что все спешат, холод. Такой холод, знаете, не для этих прогулочек. Таких размеренных. Все, конечно, двигаются быстро. Транспорт. Люди тоже передвигаются по-быстренькому, чтобы не замерзнуть. Геодезистов. Вот он сейчас в таком состоянии находится. Тут, в принципе, можно посидеть вот на этих лавочках. Но любителей что-то нету. Совсем сидеть вот в такую погоду. Здесь, не знаю, 250 лет землеустройством, короче, вот эта штуковина была сделана. Ну и вот такой красивый здесь на доме расположена такая как раскраска, да? Как вот земли устройства Якутии, это же геодезисты, они вот ходили все с какими-то мерными такими измерителями, теодолитами мерили. Вот здесь вот основные такие вехи, как бы, истории землепроходства в Якутии. А здесь, смотрите, горка, детская горка. Тут машины все, смотрите, под Наташами. Завтра понедельник, рабочий день. О, кому-то мебель там привезли. Смотрите, кто-то диван купил себе. Ну, люди живут, все. Сегодня я слышал новую, ну как, версию, что типа в Якутск находится в таком, типа, с холодном месте, что в Якутии, да, что минус 50, вот мы зимуем, как бы, такой мороз. А вот типа в Ленске, Южная Якутия, это, там теплее климат. И мягче зимы переносятся. И типа такая мысль пришла, чтобы, ну она уже, я слышал, не первый раз ходит, чтобы перенести столицу Якутии с Якутска, вот холодного, да, такого 50-градусного, в Ленск. Там и ближе будет, как бы, и значит, теплее. Мороженое же совсем. Вот ем мороженое. Уже смотрите, сколько съел. Пытался сесть вот на эту вот качалку. А у меня пакет взял и упал с йогуртом. Сейчас придется собирать все. Так, за ваше здоровье. Мир и дружбы. Смотрите. Хотите, ем реально. Вкусное мороженое. Местные фабрики. Молочный дождик. Всем рекомендую мороз. И вот можно будет потом от этих вот горок покататься прикольных. Ладно, идем. Сегодня у нас минус 52, минус 50. Ну, днем она температура чуть теплее, а под вечер, утром она холодная.